Ежегодно Управление городского хозяйства 2 раза в год проводит мероприятия по подготовке к городу к празднованию знаменательных дат. Для нас это 9 мая, победа в Великой Отечественной войне, и 30 сентября, победа в войне народа Абхазии. Значит, мы к этому времени начинаем заблаговременную подготовку, проводим субботники. В этих вопросах подготовки города и вообще, в принципе, района к этим знаменательным датам принимают участие буквально все, начиная от главы района, заканчивая и замами, и начальниками управлений, и их отделами, все подчиненные, школы и так далее. В этом году, к 9 мая, мы также начали готовиться заблаговременно, но, как вы сами все видели, в течение апреля не было буквально 3 подряд дней без дождя. В связи с этим мы немножко задержались. Но, тем не менее, именно к празднованию 9 числа мы успели. Была проведена разметка наших улиц, покрашены, выкрашены бордюры и деревья в центральной части города. Очень серьезно нам помогли жители района и школьные учреждения, которые вышли, помогли нашим сотрудникам провести уборку территории. Буквально все организации, учреждения, которые были оповещены о субботнике, нами вышли нам помочь. Но и также люди по своему собственному рвению, желанию вышли и стали убирать прилегающую территорию. 4 дня находится машина в поломке. Сейчас у нас 2 автомобиля, они в плачевном состоянии оба по транспортировке больших контейнеров 9,7 кубовых. И сейчас эти оба автомобиля вышли из строя, мы только вот сейчас ждем запчасти, буквально сегодня вечером или завтра утром эти запчасти должны привезти для того, чтобы эти контейнеры быстро опорожнить и почистить центральную часть города. Извечная проблема заключается в том, что у нас не хватает техники, не хватает рабочих рук. Самые большие проблемы с уборщиками у нас возникают во время сезона ореха, когда сезон ореха начинается. Когда человек может спокойно пойти наемным рабочим, устроиться на ореховую плантацию, и когда хозяин ореховой плантации платит в день такому сборщику 2000 рублей, еще и кормит. И чем мы можем конкурировать, как мы можем конкурировать с таким предложением со своими 14 тысяч рублей в месяц, и при том, что заставляем их работать круглые сутки фактически. Они убирают, подбирают все и так далее. Тем не менее, приятно признать и сообщить о том, что, по крайней мере, все, кто приезжают в Гал, наши гости администрации, все отмечают, что центральная часть города у нас содержится в чистоте и в порядке. Это так и есть. Так, естественно, в городе проблем хватает, если отойти от центральной части и дороги, и коммуникации. Но, опять же, мы исходим из того, что и по одежке протягивай ножки, как говорится. У нас буквально сегодня принесли заявление жителей улицы Московской, у которых уже неделю нет воды, потому что там из-за ветхости трубу прорвало. И вот я сейчас дополнительно дал задание нашему управлению водоканала пересчитать, но предварительно сами жители ту смету, которую составили по работам, она составляет 90 тысяч рублей, да, только на одной улице, и там несколько домов подключаются к этой трубе. И 90 тысяч рублей для управления – это большая сумма, если раскинуть ее на весь год, да. То есть те деньги, которые у нас на год мы имеем возможность тратить именно на непосредственную деятельность, то получается при грубых подсчетах порядка 200 тысяч рублей в месяц мы можем потратить на вот эти нужды. 200 тысяч рублей в месяц хорошая, богатая семья может себе позволить потратить в хорошем регионе. А у нас город с несколько тысяч человек населения, с ветхой инфраструктурой, со всеми этими вопросами, и мы как-то все равно умудряемся делать так, чтобы у нас здесь все это не обрушилось. У нас вот с главой буквально недавно мы тоже этот вопрос обсуждали, да, естественно, он напрямую заинтересован в том, что в городе все было хорошо и чисто и аккуратно. Он сейчас будет ставить вопрос о приобретении, например, коммунальной машины, да, подметально-уборочная машина так называемая, которая в центральные улицы и проспекты наши сможет прибрать без этих наших рабочих, 8 человек, которые ходят, убирают весь город фактически, плюс граница, начиная с канала. Тем более сейчас администрация проводит работы по благоустройству парка центрального нашего большого. Я думаю, когда будут завершены работы по этому благоустройству, также центральная часть города приобретет еще более опрятный вид.
Вот. Но когда мы говорили с главой, да, он заявил о том, что он будет напрямую лично этим заниматься, вопросом по поводу подметально-уборочной машины. Если мы ее сможем себе позволить приобрести, да, это посмотрим в конце года, какие остатки у нас останутся. Если мы ее приобретем, то, естественно, это кратно улучшит качество работ, проводимых по уборке города и территории. Естественно, нам крайне необходимо именно мусоровоз на маленьких контейнерах, да, мы тоже этот вопрос ставили. И как дамоклов меч над нами висит ситуация с уходом сухумчан с полигонов мусорных. Потому что если они уйдут и останется все в том виде, в котором сейчас есть, это будет у нас очень большой проблемой. Но опять же, мы сейчас изыскиваем возможности, может даже исходя из той ситуации, что мы вот по экономическим показателям мы пошли вверх, район именно, у нас могут к концу года остаться какие-то остатки, и мы все эти вопросы сможем, надеюсь, на это разом закрыть.